Сейчас я наконец расскажу, что для меня представляет понятие Казанское ханство. Четко и ясно объясняю различие между моим отношением к истории казанских татар и нынешним казанским татарам. Казанское ханство – это в первую очередь детище легендарного хана Золотой Орды Улу Мухаммеда. Улу Мухаммед, хан 3 государств, отличился в истории своими полководческими делами, своими отражениями московских атак, своими идеями, которые так и не были достойно восприняты Золотой Ордой, за что она и воплотилась. Для меня, как и для настоящих мишарий, Улу Мухаммед еще знаменит тем, что он отец нашего хана Касыма, основателя Касимовского ханства. Улу Мухаммед был человеком, оставившим большой след в истории тюркских народов Евразии. Именно он основал Казанское ханство. Именно ему принадлежит его историческая значимость, ее победоносность по отношению к Московскому княжеству. Я не буду снимать этот ролик долго, я скажу лишь одно. У Улу Мухаммеда в ханстве был такой имам Кул-Шариф. Кул-Шариф был сеидом. Как сеид он пользовался привилегированностью сеидов как на территории Казанского ханства, так и это же положение было и в Касимовском ханстве. Когда войска Ивана Грозного брали Казань, и казанские татары вели себя по-идиотски, за что и заплатили историей. Говорится, история ошибок не прощает. В это время у меня вызывает глубокое уважение позиция Кул-Шарифа. Кул-Шариф, собрав своих мусульман до последнего убитого из своих людей, отражал натиск российских войск. Есть картина, где Кул-Шариф держит Коран, и перед ними бьются до последней капли крови его мусульмане против тяжело вооруженных, прекрасно оснащенных русских воинов. Иван Грозный, разгневанный после удачной осады и завоевания Казани, тем, что он не может своими такими прекрасно оснащенными в ту эпоху для Евразии воинами взять какую-то мечеть, он приказал снести ее с лица земли. Сейчас татары основали на этом месте новую мечеть, назвали ее в честь имама Кул-Шарифа. Восстанавливал его Айвар Саттаров, мой знакомый архитектор, после приглашенный в город Актубе для построения по тому же образцу Актюбинской мечети Нурасар. Думаю, что по принципу Актюбинской мечети свою соборную мечеть выстроили башкиры в Уфе, чему вызвали
недовольство у русских Башкортостана. Зачем такая большая мечеть? У нас что, такое мусульманское государство, у нас еще и христианское государство. Так вот, сейчас нынешние татарские националисты, например, сделали такой демотиватор, который выражает отношение к Кул-Шарифу. Стоит, помню, там была картина, где он держит Коран или что-то еще, и надпись: «Нет, Кул-Шариф, пали не все твои воины, не все, что живы еще войско Кул-Шарифа. А если живо войско Кул-Шарифа, пока будет жив хоть один человек, выражающий ему преданность, Казань еще не взята». Вот такую роль сыграл Кул-Шариф в истории татарского народа. Улу Мухаммед, прекрасный, выдающийся чингизид, тот как раз человек, про которого хочется сказать: ну, куда бы мы без него? Достойны ли современные татары своей истории? Судить не мне. А сейчас я вам хочу сказать сау. Этот ролик давно хотел снять, поэтому получилось так скомканно, а больше мне не нужно. А основную мысль я передал.